Аҟәим иаԥысит Аԥсны Аҩбатәи Ахада Сергеи Багаԥш диижьҭеи башԥхьыӡра иазкыз Жәлар бџьаратәи аҭҵаарадырратә конференциа амилаҭ хақәиҭратә қәԥареи аҳәынҭқарра аиҿкаареи Аԥсны аҳәынҭқарра ахьыԥшымра азхаҵареи рҟны Сергеи Багаԥш илагала ҳәа темас измаз. Аконференциа усура иалахәын Аԥсны Ахадара Улҳаџьымба Ажәлар реизара аиҳабы Валери Кәарҷиа, аԥыза-министр Валери Бганба, аполитикатәи ауаажәларатәи еиҿкаарақәа рхаҭарнакцәа, Сергеи Багаԥш иҭаацәеи иҭынхацәеи, аҳәаанырцәтәи аполитологцәа. Иқәгылан ицәажәоз ирҳәон Сергеи Уасил-иԥа Аԥсны аҳәынҭқарратә хьыԥшымра азхаҵара аус аҟны иџьабаа акыр ишырацәаз, иара ишациҵаз Аԥсны Актәи Ахада Владислав Арӡынба дызхьымӡаз аус. Сегодня нас здесь собрала знаменательная дата – 70-летие второго президента Республики Абхазия Сергея Васильевича Багапша. Годы государственной деятельности Сергея Багапша были полны событий и по праву занимают весомое место в современной истории Абхазии. С именем Сергея Васильевича Багапша связаны первые шаги Абхазии в качестве суверенного субъекта международного права. Его роль в становлении абхазской государственности и активизации всего комплекса развития молодого государства сложно переоценить. В памяти коллег, соратников, всех собравшихся сегодня в этом зале, Сергей Васильевич Багапш остался как принципиальный сторонник укрепления традиционной российско-абхазской дружбы, отношений с братскими народами всего Кавказа. Его трудовая биография является примером беззаветного служения Родине. Всю свою жизнь он посвятил служению Отечеству, развитию и процветанию родной земли. Он стремился принести как можно больше пользы своим согражданам, достичь максимально эффективного результата. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в организации сегодняшнего и будущих мероприятий, поблагодарить тех, кто пришел сегодня в зал на это мероприятие. Я хотел бы сказать большое спасибо семье, которая с большим пониманием относилась к нашим возможностям и всегда стояла рядом с нами. Я много лет работал с Сергеем Васильевичем в разных качествах. И как депутат парламента того первого, и как заместитель министра обороны, и как глава МИДа Абхазии, и как премьер-министр. Для меня Сергей Багапш – это не просто историческая фигура, а живой человек, которому пришлось пройти большой и сложный путь. Он родился в крепком, многодетной абхазской семье в Сухуме. Однако родовые корни его в старинном абхазском селе Чгарда Ачамчирского района. Именно туда переселился в 1928 году дед Сергея Васильевича Саид Ражибович Багапш. Говоря о характере человека, всегда следует говорить о его предках, которые его сформировали. Страшная трагедия абхазского народа XIX века, махаджирство, не миновала и семью Сергея Багапша. Прадед Сергея Васильевича Раджеб Багапш вернулся из турецкого изгнания в начале XX века. Здесь, на родной земле, семья Багапш подверглась новым испытаниям. Несколько ее видных представителей стали жертвами сталинских репрессий. Все это, конечно, наложило отпечаток на воспитание и характер Сергея Васильевича, уже с юности формируя в нем качество политического активного гражданина с обостренным чувством справедливости. Сергей Багапш не просто окончил 10-ю среднюю школу города Сухум и поступил в Грузинский институт субтропического хозяйства, но и в школьные, и в студенческие годы серьезно увлекался спортом. Он достиг немалых успехов, выступал капитаном сборной Абхазии по баскетболу на спартакиаде народов СССР. Более того, учебу и спорт Сергей Багапш совмещал с практической работой. В студенческие годы он подрабатывал рабочим на винзаводе, инкассатором в Госбанке. После окончания института в 1972 году Сергей Багапш назначен начальником агрономического отдела Мокского эфиромасличного совхоза. В 1973 году был призван в ряды вооруженных сил СССР. С 1974 года вся дальнейшая жизнь связана с политикой. Первая ступень в политической карьере Сергея Васильевича – это комсомол. В 80-х, 82 годах был первым секретарем Абхазского обкома ЛКСМ. Именно в этой комсомольской среде формировались политические лидеры. Одним из таких ярких лидеров молодежи Абхазии был Сергей Багапш. В 1982 году 33-летний Сергей Багапш находился уже на партийной работе. С 1982 по 1989 годы он был первым секретарем Ачамчирского райкома партии.
В годы его руководства район достиг значительных успехов в деле экономического развития. Был достигнут значительный прогресс в росте уровня и качества жизни жителей района. Отмечу такую деталь. Получив назначение в Очамчиру, Сергей Васильевич приехал жить в районный центр, прописался там, причем не только он сам, но и члены его семьи. Таким образом, он и его семья жили в районе, были прикреплены к местным медицинским учреждениям, дети ходили в местную школу Очамчирскую. Таким образом, новый руководитель района показал, что он не просто назначенец, но человек, живущий проблемами этого района. На годы руководства Сергеем Васильевичем Багапш Очамчирского района пришлись политические потрясения. Перемены, охватившие СССР после 1985 года, привели к межэтническим волнениям во многих союзных и автономных республиках. Начиная с 1987 года лидеры грузинских неформальных националистических организаций, поддерживаемые, а в ряде случаев подталкиваемые значительной частью грузинской партийной элиты, начали кампанию по упразднению существовавших в Грузинской ССР национальных автономий, в том числе и абхазская. Все это привело к трагическим событиям 9 апреля 1989 года. После событий 9 апреля 1989 года лидеры грузинских шовинистов фактически получили карт-бланш на свои действия. Оглядываясь назад, приходится признать, что этот карт-бланш им дали как тбилисские, так и некоторые московские политические круги. Вспомним в этой связи ту оценку, которую дала апрельским событиям в 1989 году комиссия съезда народных депутатов СССР. В июне 1989 года в Абхазии прошли столкновения между грузинскими националистами и представителями Абхазского национального освободительного движения и поддерживавших их других национальных общин. Наиболее тяжелыми были дни 15-16 июля 1989 года. И была осуществлена попытка прорыва 30-тысячной толпы грузинских националистов через реку Алцга на восточной окраине Очамчира. В этой ситуации, как руководитель района и как патриот, Сергей Васильевич четко и однозначно выступил на защиту своего народа. Более того, именно он оказался организатором отпора грузинским шовинистам в Очамчирском районе. Такая ситуация требовала от него не только человеческого, но и гражданского мужества. Заняв четкую и однозначную позицию, Сергей Васильевич рисковал не только своей карьерой и служебным положением, но уже и жизнью. После событий 1989 года Сергей Багапш был снят с должности руководителя Очамчирского района. В 1989-1991 годах он являлся заместителем председателя Государственного агропромышленного комитета Абхазской ССР, а в 1992 году Сергей Багапш стал первым заместителем председателя Совмина Абхазии. И именно на этом посту он встретил Отечественную войну народа Абхазии. В годы войны основным направлением деятельности Сергея Багапша была поддержка сражающегося Восточного фронта и оккупированного населения района. В должности первого заместителя председателя Совета министров Абхазии Сергей Багапш был направлен в Москву. Теперь в его функции входила помощь беженцам и поддержание контакта с правительством России. В 1995 году Владислав Арзенба назначил Сергея Багапша на должность первого вице-премьера Республики Абхазия, который продолжил выполнять функции абхазского представителя при российских правительственных органах. В 1997-1999 годах Сергей Васильевич занимал пост премьер-министра Республики Абхазия. В этот период он неоднократно руководил абхазской делегацией на переговорах с Грузией, занимался восстановлением разрушенной инфраструктуры в Абхазии. После отставки в 1999-2004 годах возглавлял абхазскую энергетическую компанию «Черноморэнерго». Решение выдвигаться в 2004 году в президенты далось Сергею Багапшу непросто. Сам он так вспоминал в одном из интервью, цитирую: «Когда мне в первый раз предложили баллотироваться на президентский пост, я категорически отказался. Не хотелось мне лезть в политику, но единомышленники привели очень много аргументов, и я уже не считал для себя вправе оставаться в стороне». В 2004 году большинство участников политического процесса хорошо понимали, что кто бы ни стал вторым президентом страны, ему придется столкнуться с не меньшими, а то и с большими проблемами, чем президенту первому. Оглядываясь назад, хочу сказать, что Сергей Багапш
был, наверное, самым подготовленным кандидатом в президенты из тех, кто зарегистрировал ЦИК. Президентская предвыборная кампания лета 2004 года дала Сергею Васильевичу проявить себя не только как хозяйственника и дипломата, но и как яркого, самобытного и очень умелого политика. В решающий момент он проявил свои дипломатические способности и был отцом и творцом формулы компромисса. Он не только обнулил все политические претензии к своему сопернику и его сторонникам, но и пригласил его в свою команду на должность вице-президента. Будучи избранным в январе 2005 года президентом, Сергею Багапшу пришлось решать сразу несколько проблем. Во-первых, надо было преодолеть раскол общества. Надо сказать, что именно в первые годы правления Сергея Багапшу было немало сделано для того, чтобы начался процесс послевоенного восстановления как экономики, так и инфраструктуры. Все это требовало мобилизации внутренних ресурсов и внешних источников, а значит и взаимодействия с российской стороной. Именно во времена президентства Сергея Багапшу, еще до признания, были налажены регулярные рабочие контакты с российскими правительственными ведомствами. Никто не отменял работу по признанию Абхазии и ликвидацию грузинской военной угрозы. Отметим, что военная угроза стороны Грузии 2008 года не только не ослабевала, но и усиливалась. Сергей Багапшу 26 июня 2008 года и встречается с президентом России Дмитрием Медведевым. В ходе этой встречи обсуждаются возможные меры, которые будут приняты в случае грузинской агрессии. В ходе событий 8-12 августа 2008 года Абхазия не только вступает в войну в знак солидарности с Южной Осетией, но и освобождает Кодорское ущелье. Стратегическое значение этого события трудно переоценить, так как ликвидация грузинского присутствия в Кодорском ущелье лишала Тбилиси стратегического преимущества в случае возобновления военных действий. И, наконец, 26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии. В этом признании огромная заслуга Сергея Багапшу как человека и дипломата. Я сам прошел через те же испытания, через которые проходил Сергей Васильевич. Наши народы, народы Осетии и Абхазии, это как два близнеца, как два брата. История это доказала, и мы вместе с вами прошли через эти тяжелейшие испытания. Благодаря поддержке друг друга, зная, что есть брат, который в любой момент встанет рядом с тобой. Мы безмерно благодарны и признательны великой России. Наша любовь и наша верность России никакой ревизии не подлежит. Мы это не раз доказывали. Именно наши народы проявили в первую очередь мужество и стойкость, верность традициям своих предков, верность дружбе и братству великой России, доказали, что в отличие от некоторых, многих государств, которые давно состояли, которые были самодостаточны, они не выдержали этих испытаний, несмотря тоже клялись в вере и дружбе России. И многие из них, в том числе и Грузия, в том числе и Украина, по-своему отблагодарили Российскую Федерацию. А мы с вами, несмотря на то, что даже в той же самой Российской Федерации были такие силы, которые были настолько сильно настроены, чтобы нас вернуть обратно в лоно Грузии. Хочу вам сказать одно. Вам, мои братья, повезло, что у вас были два таких великих человека. У многих народов таких великих лидеров не было, какие были в Абхазии, как Владислав Ардзинбак и Сергей Васильевич Багапшу. Хотелось бы отметить, что сегодня формируется молодежное движение, форум молодежи Абхазии, который стоит на принципах, на тех, которых стояли первый президент Владислав Григорьевич Ардзинбак и Сергей Васильевич Багапшу. Успеха им это молодые люди. А самым важным, я считаю, что вот сегодня в этом зале, да, даже не находясь среди нас, Сергей Васильевич объединил людей совершенно разных, порой политических взглядов. Кабинетом министром подписано распоряжение
В этом распоряжении министерством даны соответственные поручения по 70-летию. Уже сказал о том, что сделана стена в Джгердах. Здесь говорится о том, что необходимо провести конкурс и благоустроить площадь Сергея Васильевича Багапши. Вот здесь у нас в Паклу. Работы в этом направлении ведутся. Помимо этого, памятник либо бюст будет установлен на площади в Ачепчеве, площади Сергея Васильевича Багапши. Действительно, Сергей Васильевич Багапш останется в нашей памяти соединением очень разных, но прекрасных черт. Согласитесь, в нем была та природная величавость, которая не каждому дана. И она соединялась с неискоренимой человеческой скромностью. Независимо, чем он занимался, какие должности у него были, он скрывал эту свою скромность за могучим обаянием, за доброжелательностью к своему любому собеседнику. И исповедовал принцип, что если у человека есть враги, он с ними воюет и уничтожает. А если нет войны, то у него не враги, а противники, которых надо переубеждать, с которыми нужно обсуждать любые проблемы, чтобы сообща вырабатывать подход. Это очень важно. Это тот завет, которым мы должны руководствоваться в нашей политической реальности. Ашьаҭыртәҩы Владислав Арӡынба иажәақәа иуҳәозар, аибашьра ашьҭахь зегь реиҳа ашәарҭара ҳашьҭахьҟа инхеит. Зегь реиҳа ауадаҩра ҳаԥхьаҟа ишьҭан. Абраҟа даҽакы иалаҩашьом ҩыџьа уаа дуқәа ҩ-хаҭарак рылагала Владислав Арӡынбеи Сергеи Багапши. Актәи ҩ-хәбашықәса раԥхьа иаҳзыҟалаз аибашьра зегь реиҳа ишәарҭаз даҿагылеит, ахақәиҭрагьы ҳзааигеит. Аҩбатәи иакәзар, зегь реиҳа ауадаҩра, аибашьра ашьҭахьтәи Аԥсны аиҭашьқәыргылара, ахьыԥшымра азхаҵара, азырхиара далагеит, дагьаҵагылеит. Иџьашьатәуп аиашаз абри ҳшьамҩаҿы арҭ ауаа ирылшаз, рцәеиҭаӡаз, рыгәы иачҳаз. Насгьы еиҳагьы игәыҿкаагахеит рыԥсышьа, рыԥсҭазаара аҿахҵәашьа. Сара сахьынӡааихо, сыла иамбац абас жәларык зырқәыԥсычҳахьоу, изырџьабахьоу даҽа ԥсҭбарак. Агәра згоит џьара мчык, мистикак шаҵоу хәажәкыра Март ԥшьбагьы, аӡәы иԥсра, даҽа аӡәы иира, насгьы аԥсуаа ҳҭоурыхаҿы ари амш аҵакы. Уажәааигәа шәача имҩасуан еицырдыруа аекономикатә форум аурыс аҳәынҭқарра аиҳабыра еиҿыркааз. Сара афорум салахәӡамызт, аха уа сыҟан. Убас иалҵит хәылԥыцхак хымш аус ауан афорум. Саарыԥхьеит афорум ашьҭахь ачеиџьыка еиҿыркаан, ирацәан ауаа иаақәаз ижәибаҩык, инижәибаҩык рҟынӡа афорум иалахәыз ауаа агәра итәан. Сшаԥсуаз анырдыр, Аԥснтәыла сшхаҭарнагаз анырдыр, иааины сацәажәара иалагеит. Ус рҳәеит, бзиа иаҳбоит Аԥсынра пату ҳазақәуп, ажәақәа даара иԥшӡаны иҳахцәажәеит. Ицәажәоз абжеиҳараҩык Сергеи Васильевич дыздыруаз ракәын. Даара ибзианы ихцәажәеит, аҳәынҭқарра жәдыруеит Урыстәыла иамоу авторитет адунеи ахьынӡанаӡааӡо, убра ус зуаз, убра аҳәынҭқарра амаҵура ныҟәызгоз, адунеиаҟан зыбжьы дуны ицәажәартә алшара змоу иҳаракны ихцәажәон Сергеи Васильевич Багапш. Уи иаанаго убриоуп, иахьа абра итәоу азалаҿы уаҵәы Аԥсны амаҵура зҭаххо, иахьа изҭаху, изылшо, излымшо зегьы ирҵароуп, ихәаԥшыроуп, ҿырԥшыгас дҳамазароуп. Мое знание лично, как Владислава Арӡынбы, так и Сергея Багапши, дают мне представление
о том, что сегодня многие здесь испытывают, вспоминая этого выдающегося политика и яркого, прекрасного человека, который и здесь, в Абхазии, и за пределами достойно представлял свой народ. В контексте международного признания независимости Абхазии и Осетии хотелось бы обратить внимание на особую роль президентов Республики Абхазия Сергея Багапш и Южной Осетии Какой-то Эдуарда Джабеевича, которые посредством своей планомерной и мудрой политики внесли неоценимый вклад в осуществление вековой мечты абхазского и юго-осетинского народов. О Сергее Васильевиче Багапше трудно говорить в прошедшем времени. И тем не менее страна уже 8 лет живет без человека, который стал вторым президентом новой независимой Абхазии, который, взяв эстафету у Владислава Арцемба, стал выдающимся абхазским государственным деятелем, во многом определившим основные параметры развития страны на годы вперед. Сергей Багапш был крупной личностью, крупным политиком. Присутствие его ощущалось по всей стране. Общение с ним приводило в восторг видавших виды иностранных политиков и журналистов. Его личное обаяние и харизма били наповал даже самых предубежденных против него или против Абхазии лиц. Это был мастер политического компромисса, серьезный, вдумчивый, опытный политик. И в то же время при всем своем высоком положении он никогда не давил авторитетом, был всегда открыт, внимателен к чужому мнению. Он был доступен, прост и человечен. Он был очень современным человеком и очень современным политиком. Чапа, ребаших птицы катюшкас. И пштен, яцы, яка юмш, а влиус, чапа, дюшпары.